Финальные соревнования по художественной гимнастике прошли в рамках 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» в спорткомплексе «50 лет Победы». Якутские спортсменки завоевали бронзу как в групповом выступлении, так и в индивидуальном упражнении. Третье место Якутии принесла команда по художественной гимнастике номер 1, блестяще выступив с 5 мячами. Серебро досталось команде Сибирского федерального округа, а золото – команде из Москвы. В групповых упражнениях с 5 лентами третье место занял Уральский федеральный округ, второе место – Казахстан, а первое место – Сибирский федеральный округ. Стоит отметить, что команда из Сибирского федерального округа, от которых никто не ожидал такого результата, завоевала практически все медали турнира. Главными лидерами сюда ехали, когда была сборная команда Москвы, потому что они сильные гимнастки, и все собранные, все отобранные, то есть дети. И сильная команда, да, они были победителями первенства России, поэтому они как бы самые главные соперники были и фавориты турнира. И также сборная Казахстана, сильнейший состав, привезла самых лучших своих гимнасток по юниорам. Сильные гимнастки порадовали очень из Кореи. Мы рассчитывали, что мы будем в тройке, но чтобы мы вот вчера выиграли многоборье, девочки групповое, и чтобы как бы личницы тоже так хорошо выступили, весь пьедестал, и золото все практически личное, это у нас мы увезли. Поэтому мы очень рады, счастливы, да, и довольны. В индивидуальной программе с обручем золото также досталось еще одной участнице из Сибирского федерального округа Анфисе Зайцевой, серебро Анастасии Шибаевой, а бронза – участницы из Южной Кореи Сео Го Ын. В индивидуальной программе со скакалкой золото досталось Анастасии Шибаевой. На ее счету уже 3 золота в индивидуальной программе с булавами, скакалкой и мячом, а также серебро за выступление с обручем. Мы старались быть на высоте, как сказал наш тренер. Ну, мы как бы не то, что прям вот так вот ехали, мы просто ехали выступить достойно, чтобы всем понравилось, и тренеру, да, и нам понравилось. Самое главное, чтобы все было, да, красиво. И как себя оцениваете по итогам? Ну, хорошо. Всегда можно лучше, есть над чем работать. Серебро по программе со скакалкой досталось участнице из Казахстана Адиле Тлекеновой, а бронза – якутской гимнастке Элле Крижановской. Надо было начать все с нуля, заново собраться, сосредоточиться и просто выйти и все сделать. На самом деле здесь очень много сильных спортсменок. Девочки из Сибирского федерального округа – это девочки, которые выступают за сборную России уже. Девочки из сборной Казахстана тоже очень сильные соперницы. И Корея тоже достаточно хорошие девочки. То, что я сделала, как бы не прям максимум, но считаю, что как подготовилась, так и вышло все. Стоит отметить, что судья соревнований олимпийская чемпионка 2008 года Татьяна Горбунова назвала Эллу Крижановскую, а также еще одну якутскую гимнастку Туяру Кардашевскую перспективными спортсменками с большим будущим. У вас есть 2 потрясающие девочки, которые еще пока только-только на пути своего становления спортивного, но я думаю, что их ждут большие успехи. Это Элла Крижановская, которая сегодня завоевала для своей республики бронзу в упражнении со скакалкой. И это Туяра Кардашевская, которая очень перспективный ребенок, у которой, я думаю, будет в будущем все хорошо. Для республики, я думаю, она завоюет еще не одну медаль. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСИА.